Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9%. Это на 0,7% больше, чем годом ранее. Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9%. Также в первом квартале на 2,3% сократились реальные доходы россиян. Ожидается, что во втором квартале этот показатель продолжит падать. Следом по затратности идут коммунальные услуги 15,5%, одежда 10%, здоровье 7%. 6,5% граждане отдают на погашение кредитов. Отмечается, что рост трат на продукты – это признак обеднения населения и сокращения прослойки среднего класса. Аналитики прогнозируют, что в 2019 году ситуация продолжит ухудшаться. Согласно результатам опроса Сбербанка, никаких сбережений нет у 43% респондентов. В 2018 году таких было 41%. Долги россиян при этом растут. Средний объем задолженности увеличился на 10% до 260 тысяч рублей. Ограничение водительских прав стало второй по эффективности мерой воздействия на должников после запрета на выезд за рубеж. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов России. Благодаря этой мере к началу лета должники выплатили 3 миллиарда 272 миллиона рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, 76% ограничений водительских прав применяют к неплательщикам алиментов. Среди ограниченных в выезде за рубеж лишь каждый шестой алименщик. При этом число ограниченных в спецправах в 15 раз меньше числа должников, ограниченных в выездах за пределы России. Всего 239 тысяч на начало лета по сравнению с прошлым годом. В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов. Пока что такой возможностью могут воспользоваться жители малонаселенных пунктов. Однако мнения экспертов по поводу эксперимента разделились. Одни говорят о пользе подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг. Другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России. В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России. Отмечается, что в 2018 году россияне получали от государства в среднем 37 800 рублей при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Однако в большинстве случаев эти деньги не помогали людям выйти из бедности. Лишь 33% россиян, заключивших контракт, смогли перейти черту бедности. Изначально ожидалось, что значительные улучшения произойдут в жизни почти половины малоимущих. Цифра должна была составить 47%. Причиной тому, по мнению чиновников, является снижение размера единовременной выплаты с 38 200 рублей в 2017 году до 37 800 рублей в 2018. По мнению Минтруда, для расширения данной проблемы необходимо 7 миллиардов рублей. В то же время ряд экспертов заметили, что увеличение финансирования бюджета по соцконтрактам поможет, и лишь если в России будет необходимое число рабочих мест, а также усилия со стороны и россиян, и чиновников. В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции. В рамках пилотного проекта будут маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты. Речь идет о продуктах, выработанных из молока и молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. Честный знак интегрирован с кассами в рознице и создаст систему общественного контроля. Это позволяет обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дает возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года. Он позволит проанализировать целесообразность введения их обязательной маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли и сферы питания. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.